Под девизом «Сохранение и развитие родных языков» в Татарстане впервые прошли Дни чувашского кино «Эхо Азама». Открытие мероприятия состоялось в Казани в кинотеатре «Мир». На суд зрителей были представлены художественные и документальные фильмы, которые становились победителями на различных конкурсах и фестивалях. К примеру, короткометражный фильм «Юман» Елены Рябцевой показывался с успехом не только в нашей стране, но и в Европе и в Азии. Миру интересно кино чувашским лицом, чувашским характером, чувашской одеждой, потому что мы интересны тем, что мы являемся уникальным народом. Если мы будем снимать такие же фильмы, как Голливуд, Болливуд, мы этим не будем интересны. Мы интересны именно тем, что мы чуваши, что мы носители великой чувашской культуры. И мир ждет именно такое кино. Большой интерес у татарских чуваш вызвал документальный фильм «В Красном море», в основу которого легли события столетней давности. Я очень рад, что увидел фильм «Красное море». Фильм великолепный, он рассказывает о событиях становления чувашской автономии в 18 году. Причем сделан очень классно, несмотря на то, что очень много диалогов, очень много дискуссий, которые тяжело воспринимаются. На самом деле снято великолепно. Тут показана позиция различных партий, людей. Имена и своих земляков я там встретил в этом фильме. Родственников, проживающих в Казани, Чувашии, тоже упомянуты. Это достоверный фильм, и мне он, конечно, понравился. И вот уже ждем вторую серию, как обещали режиссеры. Первоначально мероприятие планировалось провести в рамках празднования столетия чувашской автономии и столетия образования Татарской АСР. Но из-за пандемии оно не раз откладывалось. В ноябре прошлого года в Чувашии удалось провести Дни татарстанского кино. Я думаю, что это не акция одного года. То есть если это станет хорошей традицией, проводить ежегодно Дни татарстанского кино в Чувашии и Дни чувашского кино в Татарстане, то это будет укреплять наши отношения и создаст новые возможности для развития двух народов. Кроме столицы Татарстана, кинопоказы проходили в Аксубаевском районе, в Тетюше и в Нурлате. Это очень важное мероприятие. В особенности же именно в этом году у нас будет проходить такую перепись населения. И для самосознания чувашского народа, для поднятия их духа, я думаю, вот эти показы кинофильмов сыграют свою роль. В дальнейшем кинодеятели двух республик планируют снять фильм по повести татарского писателя Зарифа Башири «Чувашская девушка Аниса», где рассказывается о истории любви между чувашской девушкой и татарским юношей. Просто сама историческая необходимость требует, наверное, чтобы мы создавали совместный проект, где все народы будут показаны в своей уникальности, в своей специфике, и в то же время, где мы будем видеть общность наших всех народов. Дни чувашского кино завершились в стиле «Старая Дрожжанове» показом фильма Владимира Корсакова «Тузал Орда Депшура Шурт», который посвящен тяжелому детству Николая Угаслова. Для детишек было бы хорошо еще развить мультипликацию именно. Разные мультики, то есть это либо изначально уже, скажем так, с нуля созданные мультики, либо же переведенные мультики, то есть что наши, что не, то есть там зарубежные, но самое главное, чтобы они звучали на родном языке. В будущем подобные мероприятия планируют провести в Ульяновской области, в Республике Башкортостан и в других регионах страны.